Где третий грабли? Не взяли. Так что, друзья, наша жизнь не только рыбалка, но еще и сельхозработа. Если на лебедке только таскаешь плуг, дергаешь газ, то здесь надо таскать тяжелый плуг, и не то, что на мотолебедке. Ну, картошку там не собирали, очень видать. О, удобрение. На, Вадим, Вадим. Ведро-то возьмите, там есть ведро. Все, зараза, получим. Поднимайте, как называем Так что утренней проверки, естественно, сегодня не было. Вечером будет только опять одна вечерняя проверка. И так будет всегда, пока не закончится сельхозработа. Все, друзья, пока. Встречаемся на вечерней проверке. Ну вот, друзья, 7 часов вечера, все дела сделаны. Вчера мы перепахали мой огород. Огород у тещи сегодня. Пахал огород у брата. Все перепахали. Это не только этот огород. Два огорода еще возле дома. Такие же примерно, как этот. Оба. Два. Ну, нормальные огороды. Весь день ушел на трудовой день. Поужинали, отметили Чамор. И сейчас выдвигаемся на проверку продольников. Не могу не показать свои тюльпанчики. Вот такие вот вышли два красавца. Желтенький что-то скромничает. Морозы давят. У этого только вся сила ушла в листья. Эти тоже назревают. Обещают минусы. До -3. Ну, пока. По крайней мере, вчерашней ночью было только всего +1. На улице холодно, но не морозно. Вот, взял червячков, ведро, бензин. В среднем у меня уходит 5 литров на проверку. Взял запасной груз, потому что один груз там надо поменять. Легкий. Все его сносит. Вода, кстати, опять пошла на прибыль. То ли из-за дождей, то ли это уже третья вода, не знаю. В общем, черемуха. Смотрите, какая классная черемуха. Особенно здесь на крыше. На крыше она вообще класс. Видать, от крыши тепло идет. Несмотря на то, что на улице холодно, черемуха пошла цвести в полный рост. Лишь бы сейчас не было морозов и ветров. И это значит, у нас созреет черемуха. Ее будет очень много. А если будет черемуха, вот черемуха, вот черемуха и вот черемуха,
Если будет у нас очень много черемухи, значит мы ее осенью соберем. А это значит рыбацкий напиток с нашей северной черемухи будет. А это значит, что мы будем наслаждаться вкусной настоечкой в холодные зимние вечера, когда мы будем на зимней рыбалочке. Да и не только, и на весенней, и на осенней. В общем, черемуха это вкусно, черемуха это полезно, черемуха это вообще сила, наша северная сила. Наша северная вишня, в общем, скажем так. Ну все, короткое вступление сделано. Ну а теперь встречаемся, как обычно, на нашей вечерней проверке. Утром проверять у меня не получается, потому что с раннего утра мы пашем, работаем. Ну и ничего. Пусть я теряю где-то процентов 30-40 от улова, но улов есть, и это радует. А что попадет сегодня, мы скоро увидим. До встречи на Печоре. Итак, друзья, повторюсь, у нас 31 мая на календаре. Завтра календарное лето, но у нас летом так и не пахнет, потому что на улице реально холодно. Вот я одет, ну, не по-зимнему, но почти по-зимнему. И мне не жарко, поверьте. Если днем на солнце, особенно в машине, да, тепло, солнце греет, но северный холодный ветер, ураганный ветер, который затихает только вечером, не дает вспотеть, честное слово. Если ты даже вспотел на работе, продувает махом поясницу, спину, все такое. У меня уже болит спина, все такое. Холодно, холодно, реально холодно. И обещают минусовую температуру синоптики. Так что пока картошку не сажаем. Ну а мы с вами опять на Лягушачьей пристани, потому что вода опять пошла на прибыль. Мы на день уезжали, сегодня вернулись. И я не могу не показать вам, что стало с нашей икрой лягушачьей. Морозы сделали свое дело. И нашим лягушкам, видать, не судьба появиться на свет. Вот здесь вот все высохло. Здесь уже 100% ничего не будет. Я не знаю, может быть, здесь что-то будет. Немного осталось. Икра наша, черные точки вот, стали похожи на головастиков. Но, видать, морозами их прибило. Вот тут уже точно ничего не будет. Все высохло. Здесь тоже все киснет. Короче, не судьба нашим лягушкам появиться на свет. Морозы сделали свое дело. Рано лягушки. Вот здесь может быть что-то еще будет, потому что общая масса, то что в одном месте икру выложили, несколько лягушек, видать, головастики, но тоже субстанция, как говорится. Вот там уже все высыхает. Здесь она уже тоже мало похожа на живую. В общем, скорее всего, этой выкладки икры не суждено появиться на свет. Лягушки думали, что тепло лето. Оказывается, это давно не так. Вот это по-любому все высохло. Вот уже с этого лягушки не появятся. Вот уже все морозом прибило. Вот так и с рыбой. Рыба тоже бывает, выкладывает икру, а капризы природы делают свое дело. Она может высохнуть, обсохнуть русло реки, русло озера, куда рыба выкладывает икру. Ладно, друзья, мы опять отвлеклись от темы. Просто я решил вам показать, что с нашими лягушками. С нашими лягушками все плохо. Ну а что с нашими продольниками, что с нашими озями, мы сейчас увидим. В общем, выезжаем. Утренняя проверка у нас не получается, потому что ложусь поздно. Это в час, 2, а то и 3 часа утра. Встаю рано. Это в 6-7 утра. Если я поеду на утреннюю проверку, то много чего я не успею сделать. Так что пока, друзья, у меня только будет одна вечерняя проверка. Ну, что мое, то мое. Что сошло с крючка, то значит не мое. В общем, поехали. Посмотрим, что у нас на продольниках. Поехали.
Так, средний газ, нейтральная скорость. Ну, с Богом. Так, а где вода? Не вижу воду. Не вижу воду в контрольке. Не качает воду. Ладно, крутанемся. В общем, друзья, на свой страх и риск выехал на моторе, потому что здесь с контрольки не вытекала вода. Я не знаю, в чем дело. Это, скорее всего, то, что на мелководье там ездил. Вон, мотор реально горячий. Ездил на мелководье, скорее всего, где-то в каналах забились водоросли, которые там и не дают хорошей циркуляции воды. На дальняк бы, конечно, я не поехал, но здесь как бы недалеко, рядом с деревней. И во время проверки, пока тудым-сюдым, мотор, я надеюсь, успеет остыть. В общем, надо или разбирать и доводить этого вихря до ума, или разбирать и доводить до ума мою сузучку. Ну, вот такие вот поездки, я вам говорю, на авось могут когда-нибудь очень плохо закончиться. Можно уплыть куда-нибудь очень далеко. Смотрим, особенно по большой воде. Смотрим, что нам дали наши продольники. Опять же, за сутки натяжечку вижу. Что-то дергает, вижу. И это что-то очень рядом. Так, раз. Два. Два язя буквально на первых двух крючках. Там еще что-то есть. Ну ладно, сначала разберемся с этими. Эти двое меня дождались. Дождались вчерашнего вечера. Не зря я вам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вкусных червячков насаживал. Он пробил крючок, крючком прямо палец. Ай, капитально пробил. Можно брать анализ крови. Так, язь раз. Язь два. Так, два язя уже есть. И там у нас что-то еще было. Вон, вижу, хороший. Хороший, сильно не дергайся. Узбагойзя. Что, пробуем? Раз. Это третий язь. И там еще что-то даже есть. О, гляньте, друзья, какой лаптежник. Инскада. Вот он. За верхнюю губу. Значит, он был мой. Третий.
Так, и что там у нас еще? Еще у нас что-то там есть. Ну-ка. 4. Все, дальше натяжки нет. Первые продольники, 4 езя. Отличный результат. Четыре езя. Уже хорошо. Так что, если я вам пишу в описании, что продольники самая уловистая часть по большой воде, это так и есть. Вон, пожалуйста. Продольники я работал, продольники ловили. 1 проверка и 4 езя. Отлично. Едем дальше. Так, ну что, едем дальше. Ух ты! Груз там. А крючки уже здесь. Это говорит о том, что какой-то бодрый я уже успел похулиганить. Уже успел обойти груз напротив веревки, ну, вокруг веревки, и уйти. Но один ушел, а второй не ушел. И третий не ушел. Ушел. Третий ушел. Борзеть. Давай отцеплять лучше нормально. Так что первый ушел. И третий ушел. Слишком борзеть-то с ними тоже нельзя, потому что кто-то цепляется нормально, а кто-то не очень. Так, ну что, один еще есть. Получается, было 4, осталось 2. Так, иди, полезай в кузовок. Так, и слышу, по леске что-то еще дергает. Сейчас посмотрим, что там. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Еще язычек. Все. Третий язек. Опять же было 4 язя. Но было-то, конечно, больше. Потому что вы сами видели, что вокруг груза было обмотано все. Но фактически было 4 на продольнике. На данный момент 3 мне удалось поднять. Одному повезло. Итого 7 язей. Ну хорошо, Менскадан. Наживляем, отпускаем. Где наши червячки? Вот. Чего-чего, а червячков у нас хватает. После каждого дождя их просто 1000 вылезает. Заснял короткий ролик. Я просто как-нибудь вам покажу, как я собрал пол-ведра червей без земли. Пол такого примерно ведра червей каких-то за минут 20, полчаса максимум. Пока, я повторюсь, с роликами идет у меня опоздание. Ролики выходят с задержкой, потому что я нахожусь в деревне. Здесь хоть есть МТСовская вышка, но это не 3G, не 4G, а только еле-еле ашка. И ролики загружаются очень и очень долго. Кроме того, чтобы загрузить, их надо сначала смонтировать. Оно еще тоже время идет, пока обрабатывается ролик. В общем, кто занимается роликами, кто блогер, тот меня поймет. А остальным, друзья, вам скажу, что чтобы посмотреть
получасовой ролик вам, мне каждый день надо потратить, ну, как минимум часа 3, может быть даже и 4. Это не считая съемок, то что на реке. И это не считая ответов на ваши комментарии. Очень многие комментарии пока, друзья, остаются неотвеченными, потому что сейчас, друзья, реально нет у меня времени. Загрузил. Очень хочется ответить, но я понимаю умом, что если я начну отвечать на один комментарий, это меня засосет. И я просто 3-4, а то и больше часов потеряю на ответы на комментарии, потому что для меня ваши комментарии не безразличны. Каждый комментарий для меня, особенно если это комментарий с вопросами, это не то, что как некоторые поставил лайк и, как сказать по-русски-то, и все нормально. Я стараюсь отвечать на каждый ваш комментарий, и я по-любому отвечу. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра. Если не послезавтра, то через 3 дня. Но обязательно найду время. Вот вчера я хотел, но не смог. Я вчера даже не смог, получается, смонтировать сегодняшний ролик. Встал рано утром, смонтировал. В итоге поставил его на загрузку уже в 9 утра. И опять же, этот ролик вы увидите уже сегодня поздно вечером. Надеюсь, когда приеду с рыбалки, он будет уже обработан, загружен. И мне останется только его опубликовать. Так что, друзья, это не все просто. Кто знает, кто понимает, меня поддержит. Все нормально. Это сезонные явления, все в кучу, и ход язя, и рыбалка, и сельхозработы, без которых тоже нельзя, потому что, поймите меня правильно, весенний день год кормит не только рыбой, но и картошкой, но и грядками, как говорится, надо пахать, друзья, чтобы было что положить на стол вкусного, качественного, диетического, сделанного своими руками. Ну все, опять отвлеклись от темы. Закидываем очередной продольник и едем проверять другой. Так. Немножко запуталось. Как-то вот так. Ну а потом у нас идет вот так. А потом у нас идет средний газ. А потом у нас идет заводка мотора. А потом у нас идет задний ход. Главное не зацепить продольник. Надо смотреть. А потом мы мотор глушим. А потом мы достаем следующий продольник. И как-то вот так. А потом мы смотрим. И мы видим, что у нас опять же был язь, который все перепутал. Опять же на первом крючке был второй, который опять же перепутал. Но это можно свалить на одного. Ну и смотрим, что осталось. А что-то осталось, это точно, потому что натяжка есть. И как видим, есть язёк, который сейчас отправляется в сачок. Ну а дальше все пусто.
Ну, один есть тоже хорошо. Не везде по 4 язя. Как-то вот так. Опять же засыпало груз. Продольник находится на свале. Так что так, подождем, чтобы лодку выровняла. Иначе, если там есть рыба, может занести в кусты. Все вроде нормально. Поднимаем и смотрим. Натяжкой. Натяжка. Натяжка есть. И есть язь на первом крючке. Хороший язь. Вот он. Вот он, мой хороший. Мой язёк. И дальше просто здоровая натяжка. Что-то там крупное, друзья. Пока еще не знаю что. Вот вижу язя. Но это не тот. Это не та натяжка. Язь 2. Вижу третьего язя. Так. Ладно, отцепляем этого. Так, второй. Третий. Третий. Иди сюда. Ушел. Нет. Четвертый. Так, дальше еще есть, но идет вроде бы спокойно. 4 штуки мы уже вытянули. Так, четвертый. Ушел? Нет, плавает. Пятый. 5 язей. Фу, Инскадан. Великолепная пятерка и вратарь. Дружина. Не верю в дружество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Ай, Янскадан. Итак, друзья, обычно вот этот участок, который мы сейчас проплываем, я поднял якорь. Вот мой крайний продольник. Я еду на моторе. Ну, сегодня у меня время есть. Вы слыхали? Там на острове, на озере Тюрк, Чирок. Сегодня у меня время есть, и хочу сказать дополнительно еще пару слов. Вот, короче, друзья, мы поймали уже так нормальный язей. Улов есть, язей хорошие. И этот улов сегодня отправится моему брату, а вернее моей племяннице, дочери моего брата, Алина Витальевна. Привет тебе от меня. Хотя мы сегодня еще виделись, буквально час назад приехала к отцу в гости. Помогает в посадке картофеля. Короче, эти язи пойдут сегодня тебе на котлеты. Котлеты уже были, котлеты будут, котлеты есть. Пока есть рыба на Печоре, пока мы рыбачим, еда на столе будет. Еда, я вам повторюсь, друзья, это очень вкусная, полезная, питательная. В общем, то, что я здесь ловлю на продольнике, это не только для себя, а для родных, для близких. Едят все, угощаю по возможности. В общем, сейчас самосплавом
проеду. Тут 4 продольника, наверное. Да, 4 или 5. Продольники Виктора выше у Славика. Ниже у другого Вячеслава. А еще ниже у Василия. Короче, вот эта печора кормит рыбаков, которые ловят рыбу именно таким способом, рыбалка на продольнике. Кто-то ловит на сети. Тоже, я вам повторюсь, печора кормит, рыбу не ловит, только ленивый. При возможности можно рыбу поймать даже с берега. Я помню, в детстве всегда кидал, переходил сюда, здесь был большой пляж. Но здесь печора, конечно, изменилась сильно. Мы кидали закидушки. Была такая полевая сумка кожаная, туда вмещалось 5-6 килограмм рыбы. Пустыми я не приходил, обычно всегда была полная. 4, 5, 6 закидушек есть, значит есть рыба. Ясь, хариус, бывали на лиму, кстати, раньше были чаще. Печора кормила всегда и всех, только надо ловить. Так, а нас вынесла на середину, так что нам всегда все-таки придется завести мотор, подъехать ближе к берегу и там проверим еще пару продольников на другом участке. Это мы поехали, проверили в начале острова, теперь в середине. Рыбалка продолжается. Так. Наш продольник на среднем участке. Ну, натяжка есть, натяжка хорошая. Есть, я вижу, язя. Пока есть. Ух ты, вот это да. Вот это акробат. И там еще дальше есть. Ладно, разберемся сначала с этим. Вот он, язёк наш. Так. Ну, что это такое? Просто жуть. Не уснуть, не просто не уснуть. Так, что у нас дальше? Судя по натяжке, там не только один, то есть второй. Раз. Там еще походу что-то есть. Так. Иди сюда, мой хороший. Два. Еще есть натяжечка. Ух ты, какой ты хороший. 3. И там еще что-то есть. Ух ты. 3. Давай попробуем без очка. 4. Получилось без очка 4-го. Но это так себе. Вы посмотрите, кто под номером 3. Отличный экземпляр. Вот такой вот красавец. Язец. Худой, пустой, отнерестился, но крупный. 4 язя. Отличный результат. Не могу не сказать, друзья. Некоторых уже, конечно, это бесит, но я скажу. Енцкадан, друзья. Енцкадан. 4 язя. И нашего язевого царства уже почти пол-ведра. Так. Что у нас здесь? А здесь у нас на последнем крючочке что-то плавает, что-то тянет. Одинешенек. Ну что, дадим ему шанс.
Если ты один, и если тебе повезло, гуляй. Но тебе не повезло, и ты отправляешься в кузовок. Я тебе давал шанс, ты им не воспользовался. +1. Так. Есть язычек. Так, а там кто? Второй. И там еще что-то есть. Ладно, с этими давай пока разберемся. Второй вообще хороший. Вот такой вот язина. О, был недавно еще, видать, с икрой. Брюхо осталось. Фу, блин, не брызгайся. Я с тобой говорю, а ты брызгаешься. Вон, и второй поменьше. 2 яська. Отнересились. Так, а у нас там кто-то еще дергает. Так, что у нас, камера не забрызгала случайно? Так, что у нас там еще дергает? А у нас там еще что-то есть. Ага. Подлодку-то нафига? Куда пошел? Друг. Вот так вот. Третий язёк. 3 яська, 3 яська. Один хороший. Один просто замечательный. Пойдешь Алине Витальевне на котлеты. А этих мелких можно на засолку, на сушку, провялить, закоптить. Найдем, что с вами делать. Пол-ведра наших есть. Красавчик! Только что звонил Иван Григорьевич, наш общий друг, наш общий знакомый. Вы его уже знаете, по зимним рыбалкам. Застрял с этим коронавирусом на вахте на северах. Сказал, что у них еще лежит снег, что лед только поднялся на озере. Буквально недавно он еще ходил на зимнюю рыбалку, половил, говорит, окуней, ну, на выходные. Я ему рассказал, говорю, я ловлю уже, Иван, на продольнике, у нас уже черемуха цветет. Растравил ему душу. Немножко человек расстроился, конечно. Говорю, не переживай, Иван, говорю, скоро осталось, числа 15-го он уже выезжает с вахты, через пару недель. Я говорю, не переживай, если мы не успеем на продольнике, на фидер, у нас впереди все лето, мы обязательно скатаемся, порыбачим на спиннинг. Рыбалка по-любому будем. Так что байки Ивана Григорьевича мы скоро услышим. Через 2 недели, дай бог, все будет нормально. Иван Григорьевич будет здесь. Ивану 73 года, а он до сих пор еще работает на вахте. Уехал в марте, хотел вернуться в апреле. С этим карантином попал на 3 месяца. Вот, говорит, смена пришла, сейчас закрыли их карантин на 2 недели. Ну, если все нормально, через 2 недели Ивана выпустят оттуда с северов. И мы еще порыбачим. Как-то вот так. Продолжаем нашу рыбалку. Продолжаем нашу проверку продольников. Так, здесь у нас натяжечка тоже есть. И хорошая натяжка. Что у нас? Что у нас? Похоже, что-то на хариуса. Ух ты, хороший хариус.
Вот это кабанчик Янскадан. Ну ты, друг, Янс побил все рекорды. Смотрите, смотрите, друзья. Какого красавца я сейчас только что вытянул. И смотрю, он дергается не так, как язь. Ушел. Он был даже слабо зацеплен. Вот такой. Это по-любому стоять, стоять. Вот такой вот хариус. Это, друзья, по-любому грамм на 700. По-любому 800, может быть, даже. Вот такой вот хариус Янскадан. Вот это вкусняшка. Вот это хорошо. Так, а у нас там кто-то еще дергает. Это друг Йорш. И еще там что-то есть. Язёк. Да, это не язёк. Это целый язь. Это целый язь. Вот такой вот улов на наш продольник. Что язь, что хариус одного размера. Язь чуть шире, но хариус чуть толще. Вот ведро, 20-ка, считай, они загибаются, даже нельзя по ширине. Янскадан. Это красавцы, так красавцы. Вот так вот, друзья, вот так. И вот еще один Йорш. Наш сопливый икристый Йорш. Мы его не выкидываем, мы его тоже очень ценим, потому что вкусный. Ура, ура, ура. Так. Что-то есть. Ух ты. Раз. Так, не будем по многу. Давай по одному. Давай, друзья, по одному. Раз, язык. Два. Тихо, 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 не брызгайся. Сейчас камеру забрызгаешь. Два. Не забрызгал. Ух ты, выпрыгнул. Два. Да что ты, ёшкин кот. Выпрыгивается. Три. Три. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Три. Так, не забрызгали вы, друзья, товарищи, камеру мою. Три. И что-то там еще есть. Такое средней тяжести. Смотрим. 4. 4 язя. Ну, отличный улов. 4 попало, 4 в кузовке. Так. То есть 3 в кузовке, 4 вот здесь вот. 2 раза с ведра выпрыгивает. А это значит, что уже пора ведро закрывать крышкой. Вон, отличный улов, друзья. Так, что у нас здесь? Не понял. Зацеп. Вижу язя, хорошего язя. А дальше вообще непонятно, или зацеп, или
Вообще что-то там тяжелое. Так, потихоньку идет, значит это не зацеп. Так, ясь буйный. С тобой шутить нельзя. Есть. Значит, был зацеп. Дальше тишина. Зато посмотрите, один, ну какой. Посмотрите, какой это красавец. О, заглотил до самых до окраин. Тихо, 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 тихо. Все, мы тебя освободили. И вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот такой вот красавец. Хрюска можно наверх сюда положить для красоты. Янскадан. Ну, еще немного, еще чуть-чуть. Ну что, попало, что не попало нам сюда? Так, что-то есть, друзья, что-то хорошее. Раз. Один есть. А дальше мы видим опять кучу малу. Опять все напутали. Напутать-то напутали, но там еще что-то и осталось. Тихо. Тихо, 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 будь. Так, ладно, пока отпускаю. Один есть. Так, ну что, получится, еще не получится нам вытащить запутанного. Где ты? Вот так вот, два. И просто весь продольник опять в куче. И опять же я забыл взять новые продольники. Сейчас бы просто эту кучу убрал. Повесил бы новый продольник. А теперь опять придется сидеть и распутывать. Так. Чуть-чуть. И у нас один остался опять же продольник. Так, вчера этот же самый продольник был запутан. В общем, завтра надо его обязательно поменять. Еще чуть-чуть. Ну, сегодня максимальный рекордный улов. Отлично, друзья. Янскадан. Крайний продольник на сегодня, друзья. Проверяем. И смотрим, сделает это ведро продольник полным или нет. Сейчас мы это увидим. Так. Натяжка есть. Первый крючок с язем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это что там такое? Это что там такое, друзья? Что-то там большое. Ладно, пока не тянем. Пока освобождаем эту яська. Там что-то. Так, этого сюда. Так, что там такое? Что-то там хорошее. Так, это еще язь. Язь. Второй язь. Так. Так, второй язь. Что-то тянуть перестало.
Нет, что-то еще есть. Нет, друзья, там что-то было. Там что-то было хорошее. Тянуло аж как топляк. Трезя. Тоже хорошо, но я даже не понял, что там было. Вроде зацепа не было. Ну, в общем, вон, друзья, опять у нас немножко не хватило до ведра. Зато смотрите, какие сегодня лапти. И вон, конечно же, красавцем. Сегодняшним красавцем это вот это Хариус. Он просто сделал сегодняшнюю рыбалку. И это круто. Вон. Есть всякие. Но сегодняшний вот он. Вот Янскадан. Ну что, рыбалка удалась, друзья. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рыбалку. Вернее, уже мы ее завершили. Желаю вам таких же рыбалок. Даже лучше, чтобы они у вас... Чтобы ведро с рыбой у вас всегда было полным. Ну а мы прощаемся до завтра. Если нам позволит погода, встретимся опять же здесь, на этом же месте. Скорее всего, опять же встретимся вечером, потому что, скорее всего, завтра будет у нас посадка картошки. Будем сажать картошку. Роман сегодня укатил в Ухту, так что нам придется с Валентиной сажать вдвоем. Ну, Леночка еще, может, поможет. И мелкий Генка рядом будет кататься на велосипеде и мысленно тоже нам помогать. Всем пока.